Внимание нашей съемочной группы привлекла эта семья. На прогулке не только взрослые, но и самые маленькие в масках. Это обязательное условие вне дома. И дети выполняют его неукоснительно. Мы, как люди советской закалки, привыкли быть ответственными за себя и окружающих. Этому учим детей и внуков. Иначе в такой ситуации нельзя. С каждым днем увеличиваются бессимптомные носители. Как говорится, один прутик сломать легко, а целую связку невозможно. Лишь совместными усилиями мы победим эту болезнь. Называть маски надежной защитой никто не берется, но риск заболеть снижается, констатируют врачи. Особенно, когда в стране все больше бессимптомных носителей. Из 90 новых случаев, выявленных за последние сутки, в 36 источник инфекции не установлен. Это означает, что вирус уже циркулирует среди населения. Я не ношу маску, потому что я в открытом пространстве. Поэтому. А если бы я был бы в помещении, то одел бы обязательно. Мен мисалы башкаларды, башка бала чакаларды, өзүмдүн балдарымды, өзүмдүн неберелеримди ушу сактап калам деп ойлойм да. В городе очень много случаев, поэтому нужно сохраняться. Ну, в парке, наверное, здесь людей не сильно так густо. Можно и свежим воздухом подышать. А в магазины куда-то захожу обязательно, одеваю. Бессимптомный носитель может заразить других, сам того не зная. Идеальными условиями для такого сценария являются места массового скопления. Халатность и безответственность в данной ситуации недопустимы, говорят медики. В течение 2-3 дней бессимптомный вирусоноситель может превратиться, у него течение будет средней тяжести. Через несколько дней он попадает в реанимацию. Это болезнь очень коварная, непредсказуемая. Вирус он невидим, поэтому я бы еще раз попросил, что нужно неуклонно соблюдать наши санитарные эпидемиологические требования. Коварность COVID-19 не знает возраста, пола или национальности. В полном расцвете сил, без хронических заболеваний. 36-летний парень стал жертвой коронавируса. Со слов врачей имелся факт самолечения. Пациент принимал антибиотики и жаропонижающие средства. Врачи констатировали острую сердечную, дыхательную и полиорганную недостаточности, двустороннюю пневмонию. Уточнено, что 11 июня этот больной приехал в Джалабадскую область из города Бишкек, где он торговал овощами и фруктами на рынках. Приехал туда на похороны. 12 числа признаки респираторной инфекции обострились, и он был вынужден обратиться за медицинской помощью в Джалабадскую областную больницу здесь. И несмотря на все лечебные и реанимационные мероприятия, данный больной вчера умер. Всего зарегистрировано 30 летальных исходов с диагнозом COVID-19. Зараженных же чуть более 2500. 74% из них выздоровели. В стационаре лечится 631 человек. Из них 6 в реанимации. Демира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Алато, 24.